время Нузал оставался для нас настоящей загадкой, местом, куда хотелось попасть, но все никак не удавалось. И вот, наконец, мы стоим на земле одного из древнейших поселений Осетии, основанного еще в XI веке. В советское время Нузал был частью Мизурского поселкового совета и считался важным центром Алагирского района. С 30-х годов прошлого века этот уголок изобиловал жизнью. Пекарня радовала местных жителей свежим хлебом, работала 8-летняя школа, а рядом располагались детский сад и даже цех по обработке древесины. Здесь находились швейные мастерские, современная больница, детский санаторий, магазин и уютная столовая. Нузал, когда-то полон энергии и возможностей, сегодня может похвастаться всего лишь 30 оставшимися жителями. В 1859 году жители Нузала составили документ, в котором указали, что многие местные фамилии ведут свой род от потомков Царазоновых. В те времена в Нузале и окрестных селениях Алагирского ущелья были особенно распространены такие фамилии, как Засоховы, Дзитоевы, Купеевы, Хапсаевы, Чехоевы, а также Аладжиковы, Мзоковы, Тотьевы и Агнаевы. А если пройтись по старому кладбищу, можно увидеть надгробные плиты, датированные началом XX века. На них высечены фамилии, которые и сегодня на слуху у местных жителей. Кантемировы, Гугичаевы, Гурцыевы, Дауровы, Дзыбоевы, Карацевы. Эти имена – живое свидетельство того, как поколения сменяли друг друга, но память о предках бережно хранится в камне и сердцах сельчан. Каждое такое надгробие – это не просто памятник, а целая история семьи, рода, маленькой части Большой Осетии. Но что же мы увидим сегодня? Давайте отправимся в путь и посмотрим, как живет этот древний уголок Осетии в наши дни. Ой, хорошо. И вот, проехав несколько километров по живописному ущелью, по прекрасной асфальтированной дороге, мы попадаем в очень интересное место. Обратите внимание, слева от нас протекает река Терек, справа от нас... Это не Терек, это Ардон. Простите, пожалуйста. Да, сразу видно, что вы не аккредитованный гид. В данный момент времени аккредитация еще никому не помешала, вернее, отсутствие аккредитации быть гидом. Понятно? Георгий, вы запутались. Тихо! Слева от нас река Ардон, а справа от нас бельгийские постройки. Вернее, это то, что от них осталось. Да. Георгий, вот мы сегодня с тобой приехали в селение Нузал. Что ты можешь сказать? Если честно, мы очень давно хотели сюда попасть. Здесь есть одно место, вернее, один объект культурного наследия, который мы обязательно... Федерального значения. Федерального значения, да. Ты аккредитованная, да? Уже за столько лет, думаю, да, Георгий. Который мы обязательно должны увидеть собственными глазами. Вперед! Вперед! Поднимаясь по горной дороге, открываются виды, от которых захватывает дух. Старинные дома, будто вросшие в склоны, тишина, нарушаемая лишь шумом реки, и ощущение, что время здесь течет по-особенному, неспешно и основательно. Мы начнем наше знакомство с Нузалом, заглянем во дворы, где еще помнят традиции предков, и попробуем понять, чем живет село в наши дни. Но, к сожалению, сегодня такое время, когда молодое поколение все чаще выбирает жизнь на равнине. И эти исторические корни и семейная сплоченность становятся особенно ценными. Именно они помогают сохранить уникальную атмосферу древнего остинского села, где каждый камень хранит память о прошлом. Вот тут, гуляя по одной из улочек, я обнаружила случайно надпись вот здесь «Клуб». Оказывается, здесь клуб был раньше, и здесь собирались проводить свой досуг каким-нибудь вечером в далекие годы. Клуб, представляющий собой небольшое одноэтажное каменное здание, расположился на северной окраине села,
вдоль главной единственной улицы. Построенный, как считается, в 1920-30-х годах, он был восстановлен после войны и до сих пор сохраняет свою уникальность. Его особенность заключается в том, что здание врезано в склон. С запада крыша почти достигает уровня земли. В былые времена это место оживлялось, когда сюда приходили театральные труппы, показывали фильмы, в основном индийские, и проводились местные собрания, наполняя пространство смехом и общением. Когда в 1850 году началась разработка садонских рудников, селение Нузал также стало частью этого процесса. Вскоре вокруг начали возникать шахтерские поселки, такие как Мизур и Бурон. В самом Нузале находилась контора бельгийского представительства, которая арендовала эти рудники. Европейское влияние бесспорно отразилось на архитектуру Нузала, придавая ей особый шарм. Однако, к сожалению, после распада СССР и закрытия шахт вся инфраструктура села пришла в упадок. Закрылись клубы и школа и другие организации. И это место начало терять свою былую славу. Как здесь необычно. Да, согласен, Алина. Наконец-то мы увидели вот эти бельгийские постройки. Но если присмотреться, наверное, уже можно заметить, что в некоторых из этих домов уже не живут люди. Ну, ты так считаешь, потому что снаружи они немного потрепаны, да? Да, и судя Хотя по строения занавескам, очень даже прочные. Между прочим, они датируются 1937 годом. Угу. Ну, такой факт есть, что бельгийские постройки, они очень прочные и украшают населенные пункты по сегодняшний день. Ну, поэтому население, в принципе, против, чтобы их сносили. Угу. Вот если бы их не снести, а облагородить, было бы намного красивее, атмосфернее. И я их в этом, честно говоря, поддерживаю. Ну, слушай, просыпаться, выглянуть в окно и видеть такие виды, мне кажется, это счастье. О, здесь живность появилась. Твои любимые собаки. Георгий, я вообще-то предлагаю кому-нибудь постучаться. Я полностью тебя поддерживаю. С какого дома начнем? Ну, раз мы у порога вот этого дома, давай зайдем уже. Ну, иди первая. Потому что там собаки. Ага. Пойдем. В уютном уголке, где тесно примостились несколько домов, нас встретили собаки. Дворы кажутся заброшенными, и на первый взгляд создается впечатление, что жильцы покинули свои обители. Но вдруг, нарушая тишину, из одного дома появляется Наталья Захаровна Гаева. Она рассказывает, что родилась в 1948 году в Назрани, и в ее глазах при этом светится история целой жизни. Ну, когда выселялись же с гор на плоскость, и я там родилась. Ну, 9 месяцев мне было, мы переехали сюда. И с тех пор вы здесь проживаете? И с тех пор я проживаю здесь, и никогда нигде не проживала, и никуда не уезжала, и не собираюсь. И не собираюсь. У меня дети в городе, но я им сказала, я с Мизура, с Нузала никуда не уеду. А вот вы с тех пор здесь живете, вот когда сюда переехали, ваше детство как здесь проходило? Расскажите что-нибудь с тех времен. Мне бы еще это детство пожить немножко. Здесь много людей проживало? Приблизительно сколько? Как хорошо мы жили. В каждой комнате жила семья. 5-7 человек. Не в квартире, в комнате. Ага. В одной комнате. И все были дружелюбные, все друг друга любили. Угу. Мы никогда не ставили ни замки, ни ключи, ничего не закрывали. У нас никто не воровал. Угу. Что у нас было, это было общее. Кто картошку сварит, кто помидоры принесет. Мама не картошка. Так. Паштюшку там. А вот на этой площадке, да? На этой площадке, да. Вот эти два корпуса, за которые я могу... Кстати, еще одна ваша соседка. Подойдите тогда уже к нам. Подойдите к она нам, новая наша соседка. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Как вас зовут? Маргарита. Маргарита. Ну, вы сюда тоже недавно переехали, да? Да, Ага. недавно. Вот нам как раз рассказывают про, как здесь проходило ваше детство. Акбар. Да. Этот поселок был самый-самый насыщенный. Здесь было ФЗО, вот в мехцехе, там мехцех был, там магазины. Сейчас они стоят, пустуют, расхватали их все в 90-е годы. Пекарня была. Одна пекарня, да, которая обеспечивала, да, тут Весь район, Да. весь район. И хлеб был исключительный, один запах чего стоил. Да. Да, это точно. Римстройцех был, СМУ контора была. Здесь вот школа 8-летняя была, в которой я училась, и мои дети учились. А с какой у нас стороны мы не заметили ее? Вот здесь. А ее вы там снесли. уже нету. А нет Ой, уже? мы уже убрали, все всё? расхватали. Все приватизировали, все расхватали, и все стоит, все гниет и пропадает. А вы сами где работали? Я работала, 50 лет я проработала, но я Здесь? в сфере торговли. Здесь, в Мизури, здесь. И здесь вот в столовой работала. И в Мизури, в магазине, и в столовой. При Процнаве. А потом вот 21 год я уже Процнава, когда не стала, я начала работать в райпо. В поселке Доц. То есть в те времена жизнь здесь била ключом, и работа не прекращалась. Люди приезжали даже из соседних районов в поисках возможностей. В этом уголке также находилась овощная заготовительная база, а вскоре было создано ремонтно-строительное объединение. Вся местная администрация, включая военкомат, располагалась здесь, создавая атмосферу активности и делового ритма. Но, увы, с течением времени ситуация начала меняться, и прежняя динамика жизни потихоньку утихала. А вот скажите, вот если вот так перевернуть время назад, вот как вам вот эта картина, ну хотя бы вот, допустим, 30-40 лет назад, как она выглядела? 30-40 лет уже все распадалось. Началась перестройка, вот в Римстройцехе там было отопление центральное. Все эти дома были на центральном отоплении, было тепло, никто не жаловался. Я же говорю, в каждой комнате семья жила. А сейчас в каждой квартире 2-3 человека, может и даже один, и то бывает или не бывает. Наталья Захаровна с теплотой вспоминает о времени, когда в советские годы здесь была возведена Нузальская больница. На ее территории располагались не только лечебные кабинеты, но и лаборатория, и кухня, а для врачей был построен отдельный корпус. С особым уважением она говорит о Валентине Черчесове, хирурге с невероятным даром, который мог ставить точный диагноз лишь прикосновением руки к телу, обходясь без рентгена и снимков. Также в ее воспоминаниях живет образ главного врача Габалаева и рентгенолога Кима Бибаева. В больнице работали родильное и детское отделение, а благодаря спонсорской помощи удалось заменить старые окна на пластиковые. Но, к сожалению, несмотря на все усилия и достижения, больницу все же закрыли. Вот вы решили где-то заселиться. Почему вы выбрали именно Нузал? Как вообще вам пришла эта идея? А не купить ли и не переселиться ли мне в Нузал? Климат. Вы знаете, климат Ну, и... посмотрите, это же зелень. Посмотрите, Да, красота. Климат и, маленькая Швейцария. Да. как я сказала, маленькая на самом деле Швейцария. И немалую роль в этом сыграло, Георгий, наше знакомство с Натальей. Здесь очень хорошие люди. Очень хорошие, очень доброжелательные, очень приветливые. Вот. И, наверное, аура здесь хорошая. Очень хорошее село, очень. Но жаль, оно Жаль, вымирает. пришло в упадок. Вот можно сказать это слово, вымирает. Конечно, эти наблюдения местных жителей дают уникальный взгляд на жизнь в Нузале. На самом деле, это поселение является частью живописного природного заповедника. Если отвлечься от повседневных забот, то вокруг Нузала в лесах царит настоящая жизнь. Здесь обитают такие животные, как бурый медведь, горный тур, серна, косуля,
волк, лиса, а также горный орел и ястреб. Растительный мир вокруг Нузала тоже поражает своим разнообразием. Хвойные деревья окружают территорию, а лес полон грибов и ягод. Множество лекарственных трав, многие из которых занесены в Красную книгу, делают эти места поистине уникальными. Оставшиеся жители живут среди этой природной красоты, и их желание сохранить жизнь в своем доме становится понятным. Электричество есть, не обижают нас, электричество не отключают. У нас подстанция вот около моста там. Вода у нас бывает регулярно, ну горячей воды, естественно, нет. А за продуктами куда? А за продуктами, за каждой мелочью в Баллагир. Баллагир, потому что здесь и только частники, государственных магазинов нету. Я всегда работала в государственных учреждениях. И у нас были не такие астрономические цены, как сейчас. Сейчас бедному пенсионеру не прожить, это точно. А вот скажите, вы живете вот в таком великолепии. Что вас на сегодняшний день угнетает больше всего? То, что стало безлюдно, то, что у нас нет внимания к поселкам, абсолютно нет к поселкам внимания. Вот у нас одно дерево здесь стоит, вот, и оно скрипит, и неизвестно, в какую минуту оно упадет. Это вообще я удивляюсь, как выдерживает вот эти наши ветры, у нас сильно ветрено. Ветер выдерживает, но один раз упадет, и люди погибнут, и провода оборвет, и никому ни дела нету. Вот, кстати, она заявление даже писала в постсовет, но нам сказали, еще 100 лет будет стоять, а там уже полдерева нету. Маргарита, скажите, как вообще вам живется вот в этих вот исторических постройках? Очень хорошо. Прекрасно. А что вас больше всего радует? Вы знаете, само состояние дома. Там внутри такая аура, Георгий. Какая? Вот она какая-то особенная. Наверное, бельгийцы оставили, которые строили этот дом. Мы еще знаем, что в некоторых квартирах сохранились вот эти печи. Да. Пойдемте, я вам покажу эту печь. У вас? Как раз, да. У нас Большим эта печь. Я вам предлагаю. Сама. Да, пожалуйста, пройдите. С Давай удовольствием. пригласим. Проходите. Пойдемте, проходите. Эти каменные дома хранят в себе историю ни одного поколения местных жителей. Сегодня ныне жительница Нузала Маргарита с трепетом относится к своему дому. Она полюбила его так же, как и предыдущие хозяева, ведь стены этого дома помнят смех и радость, печали и надежды. Она заботится о своем жилище, придавая ему индивидуальность и сохраняя дух прошлых лет. Прогуливаясь по двору, можно легко представить, как раньше здесь собирались семьи, как звуки игры детей наполняли пространство и как соседи делились своими историями за чашкой чая. Теперь, когда жизнь в Нузале изменилась, Маргарита старается сохранить эту связь с прошлым и передать ее будущим поколениям. Она верит, что даже в условиях перемен можно сохранить душу и характер места, которое стало для нее родным. Вот она, наконец-то, эта знаменитая печь. Это вообще, это шикарная печь. Немножко дров и тепло, хорошо, уютно. Тут же кресло сразу, да? И запах дерева совсем другое, это отопление. Это уникальная печь, которую построили еще бельгийцы. И у меня всегда создается вопрос, если печь так уникальна, то как же уникальны вот эти дома? А чей это дом был? Да, расскажите. Эта квартира была директора школы нашей, Жанаева Аза Александровна. Очень уважаемая семья. Уважаемые, очень. Хорошие, Каких они детей порядочные воспитали? люди. Она была исключительная. Ну, у вас как раз, я вижу, доброжелательные. у вас окна выходят прямо на центральную На дорогу. На центральную дорогу, да, вот. Там палисадник, вот, до которого еще из-за дождей не доходят руки. Вот. Это к тому, что Георгий спрашивает, чем вы здесь занимаетесь. Ну, я думаю, фронт Работы есть. много. Что делать? Георгий, вам нужно, во-первых, сесть,
на маленький стульчик, садитесь, делайте все это так, вот как я вам обязательное говорю. условие? Это один из важных моментов. Затем открываете дверцу. Вот вам спички. Ух ты, здесь же все И готово. поджигаете... Да, я вам все приготовила. Вот, потому что в любой момент надо бывает затопить печь. Шибер открывать? Там все нормально. Там все нормально, не переживайте. Поджигайте газету. Есть. Все, закидывайте туда, закрывайте дверцу. Плотно ее закрываете. Настолько жарко, что приходится открывать вот на балкон эту дверь, вот эту. Разгорелось. Разгорелась. Вот теперь подкидываем еще дрова по мере необходимости. Все разогревается и согревается как эта комната, так и эта. Да, следует отметить, что часть печи это как бы часть стены той комнаты. И как обогревается вот данное помещение, так и обогревается и то помещение. Это все предусмотрено было. Вот еще один важный момент, Георгий, хочу сказать, что для этих печей, именно бельгийской кладки, нет мастеров. Нашла с большим трудом одного печника, который смог мне отремонтировать ее. Он ее почистил, и, как видите, она прекрасно работает. Вот бы возле этой печи провести зимний вечер. Вот и я на мгновение представила себя хозяйкой этого дома. Георг! Георг, подтопи печку, что-то холодно. Дома шаром покати, она сидит, вяжет. Ай. Георгий, опять бездельничаешь, да? Что бы ты делала, если бы я действительно бездельничал? Эй. Хватит сидеть. Там корова мычит. Я слышу, что корова мычит. Георгий, мне и так здесь тесно. Георг, поставь чайник. Какой чайник? Какой чайник? Уже ужинать пора. Поставлю сковородку, разогрею для пирогов, которые ты сейчас будешь делать. Вот так. Мы заглянули в соседние дома и на их площадке, где сохранились деревянные лестницы, которые, к нашему удивлению, не скрипели под ногами. Здесь, в тени, уютно устроилась собачка, спасаясь от солнца. На территории, напоминающей небольшую площадь, явно хватало места для проведения местных собраний сельчан. Прохладный ветер приятно обдувает лицо, и неудивительно, что Георгий все время норовит присесть на скамейку. Но у нас нет времени на долгие остановки, и мы продолжаем свой путь. Конечно, те немногие жители, которые остались, мечтают о том, чтобы жизнь вновь наполнила улицы, чтобы дети играли, смеясь, и радостно носились по дворам. Но на данный момент мы видим лишь пустую улицу, которая, кажется, замерла во времени. С каждой минутой становится яснее, что это место нуждается в возрождении, возвращении тех дней, когда жизнь кипела. И лишь изредка мимо проезжают машины и туристические автобусы.
напоминая о том, что здесь все еще есть место для новых историй и надежд. Ой, жить с таким видом прекрасно. Не достаешь, да? Достаю. Ладно, пойдем дальше. Посидели, хватит. Так мы подошли к старой почте, где лишь фасад напоминает о прежней жизни и активности. Остальные элементы здания постепенно теряют свою форму, но дух прошлого все еще витает в воздухе. Как нам рассказали местные жители, раньше почта находилась в другом конце поселка, и это была настоящая точка общения для всех жителей. Теперь же она лишь молча хранит воспоминания о тех днях, когда жизнь здесь была полна звуков, смеха и переписки. Это еще кто? Залетный. Георг, мне кажется, за нами следят. Где? Вон оттуда. Видишь, дети там стоят. А, точно. Сверлят нас. Ага. Это же те, которые без спроса в гости заходят. Еще их не хватало здесь. Да, я. А давай позовем. Давай, зови. Дети, идите сюда. Они нас увидели. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Даня. Даня. Я Карина. Карина, очень приятно. А вы здесь живете? Молодцы. Так, а где родители? Родители? Да. Дома? Данька. Что, мам? Подойди. Это ваша мама? Так, Сейчас. тоже подойдем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вам. Спасибо, спасибо. Вы здесь живете тоже? Да, мы здесь Ага. Как хорошо, что мы кого-то встретили, Георгий. Ну, рассказывайте, чем вы здесь живете, чем занимаетесь? Почему мы здесь живем? Мы здесь родились. Ни на что не променяем наш любимый поселок. Приятно слышать. Да. У нас ни с чем не сравнимый воздух. Мы здесь родились. Наши отцы здесь жили. Дедушка. А школу вы где заканчивали? Школу заканчивали в Мизурской школе. Вот дети тоже туда ходят. А здесь была школа вообще? Здесь была замечательная школа, но, к сожалению, А где она находилась? вот внизу, вот там была у нас школа. Регина Гугичаева родилась в 1984 году в стенах Нузальской больницы. И с тех пор ее жизнь была связана с этим местом. После окончания Мизурской школы она продолжила свое образование на товароведно-технологическом факультете Горского государственного аграрного университета. Некоторое время она искала себя в Москве, но 8 лет назад вернулась в родные просторы, вновь обретя связь с тем, что ей дорого. Она живет в этом доме, который, как говорят, был построен немцами во время их пребывания в плену. Эти стены хранят в себе множество историй. Сами вы работаете здесь? Или здесь нет так таковой К работы? сожалению, у нас тут рабочих мест нету. Приходится ездить в город, во Владикавказ, либо в Алагир. А вот с какими проблемами сталкиваются местные жители? Проблемы у нас бывают. Магазина нету у нас. Да, мы заметили, кстати. С водой бывают перебои, старые трубы, все рвется. Приходится платить за обслуживание жителям самим. Мы собираем деньги, нанимаем машину, чтобы прокопали эти трубы. Потому что поселок всеми забытый. Никто к нам не приезжает.
Вы сами тоже живете Да, в у нас бельгийские доме? корпуса 1935 года постройки. А как вы отапливаете зимой помещения жилые? Очень холодно у нас бывает уже с осени, с сентября месяца. Отапливаем кто как может. Кто-то индивидуальное отопление делает. Нам поставили, очень большая проблема у нас, общедомовые счетчики нам поставили. Считают нам очень много за электричество, потому что кто себе не может позволить отопление, обогреваются обогревателями. Вот. Эта проблема у нас на данный момент самая важная. Ну, вроде бы мы обращались, но все на словах так и осталось. Детская площадка, которую мы тоже сами сделали. 2 детей у нас только в поселке. А, так вы единственные дети здесь. Так вы достопримечательность. Мы хотим, чтобы здесь было много детей, чтобы здесь было несколько площадок, чтобы мы со всеми нашими друзьями игрались там в прятки, в догонялки. А вы в такие игры еще играете? Да, Молодцы. прятки. Прятки? Да. Ну да, здесь легко спрятаться. И сложно найти. И сложно найти. Интересно. Ну, я вот, если честно, Георгий, заметила, что у них нет телефонов. Так приятно. Нет, телефоны нам не нужны. Мы стараемся больше проводить на воздухе. Вот, молодцы. Без молодцы. Что гаджетов. нам нравится, Да, без гаджетов обязательно. Так, кстати, вот очередные туристы, Да. которые проезжают по центральной дороге. Часто они здесь проезжают? Да, часто, очень часто. Но в основном они часовню смотрят. Да, часовню смотрят в основном. Автобусы ездят к нам 3 раза в день, но проблема бывает в том, что они любят ездить по Трассе. да, Мгм. То есть, по сути, не через поселок. не через поселок. Как бы с детьми это Поэтому затруднительно, да? приходится с детьми спускаться на развилку, где очень опасно. Конечно, в каждом населенном пункте есть свои проблемы, и несмотря на кажущуюся идиллию, жизнь здесь может быть далека от простой. Эти дети, мечтающие о дружбе и игре на площадке с ровесниками, вынуждены довольствоваться лишь природной красотой вокруг, которая хоть и радует глаз, но не может заменить общение. Интересно, что в селе всего лишь одна улица, и на этой детской площадке когда-то стояли 2 деревянных дома с дубовыми лестницами. Теперь же их нет, да и детская площадка пустует, напоминая о днях, когда смех и радость заполняли пространство. А вот у взрослых, конечно, заботы совсем иные. Каждый день физический труд становится частью их жизни, и это обыденное явление для сельчан. Солнце встает, и они снова погружаются в работу, заботясь о земле и своих хозяйствах. Кстати, хозяйка с радостью согласилась показать нам свое скромное подворье. Мы увидели, как она ухаживает за домом и растениями. Здесь царит атмосфера трудолюбия и заботы, и видно, что каждый день – это не просто работа, а часть их жизни и культуры. Местные жители с гордостью вспоминают своих земляков, таких как Тутев Аким Бибоевич, осетинский народный герой, родившийся в 1885 году, и Михаил Казгиреевич Аладжиков, родившийся в 1918 году, который стал героем Великой Отечественной войны и был награжден медалью за победу над Германией. Эти имена не просто часть истории, они символизируют силу и мужество своего народа, и их память бережно хранится в сердцах местных жителей. Конечно, мы направились дальше, в старую часть села, которая разделена кладбищем. Этот участок хранит в себе память о прошлом, и мы идем в сторону главной достопримечательности, ради которой туристы приезжают сюда. Но для осетинского народа это место имеет гораздо более глубокое значение. Что, Георгий, идем к часовне? Да, с большим удовольствием, только давай чуть-чуть поторопимся.
Не забывай, что мы в горах, и погода здесь очень переменчива. Меня чуть-чуть напрягают вот те надвигающиеся тучи. Ты мог бы уже привыкнуть к смене погоды. Я к тебе не могу привыкнуть, к смене погоды тем более. Эта старая часть села особенно ярко передает дух времени и позволяет ощутить, что Нузал – это место, где прошлое всегда рядом. Как мы уже упоминали, Нузал является одним из древнейших и исторически значимых селений Северной Осетии. Его история уходит далеко в прошлое. Основанный предположительно в 1272 году, Нузал приобрел особое значение как столица и резиденция царя. Однако, как известно, история трактуется различными кавказоведами, и существует несколько версий о причинах нахождения этого строения здесь. Çırıştı martay raygaşı, malatay malat nışaşta, amayin ganı vavcıtan, sard bala varkutan. Çırıştı martay raygaşı, malatay malat nışaşta, amayin ganı vavcıtan, sard bala varkutan. Нузальский храм, иначе его часовней называют, но это храм. Судя по архитектуре, по тому, что вот здесь есть такая вот линия, которая, видимо, обозначала алтарную преграду. Есть голосник вот в потолке, то есть это такой встроенный в потолок кувшин для усиления звука. Но для такого маленького храма, может, и не было необходимости в голоснике, но есть такая традиция делать в храмах голосники, и, видимо, строители сделали вот такой голосник. Объяснить присутствие голосника в месте вот погребения героя, иначе, чем это было задумано как храм, ну никак нельзя. Вообще погребения в храмах самых знатных и почитаемых деятелей, ну, обычно политических деятелей, царей, князей, хоронили в храмах. На Руси очень много таких. Да, но в данный момент мы как бы видим, что на усыпальнице построили храм. Это храм-усыпальница. Этот храм, в зависимости от того, кто здесь покоился, был возведен примерно в XII-XIV веках. Снаружи он весьма напоминает традиционный осетинский двускатный склеп «запаж», который можно встретить почти в каждом горном селении Осетии. Данная постройка представляет собой значимую ценность не только для Северной Осетии, но и для всей страны, являясь памятником истории и архитектуры федерального значения. Поэтому сохранению этого важного объекта в республике уделяется особое внимание. Стены украшены фресками. Вот. Вообще Нузальская церковь, конечно, это большая и загадка, и сокровище, и место ну, таких вот многих исторических каких-то перекрестков таких.
А кто именно здесь Вот. изображен? На стенах изображены покровители. Так мы понимаем, что это покровители царского дома, так как по мнению ученых здесь похоронен последний этнарх Осетии Ос-Богатар, то есть последний царь Осетии Ос-Богатар, от которого, в общем-то, все фамилии, проживающие в Алагирском ущелье, они вот ведут свое происхождение. Вот если спросить... Вот, Из рода Царазоновых. Да, из рода Царазоновых, да, Ос-Богатар Саразон здесь похоронен, по мнению ученых. Была версия, что здесь похоронен царь Давид Суслан, но все-таки пришли к выводу, что царь Давид Суслан, по свидетельству сына Тамары и Давида, он был похоронен в монастыре грузинском, не здесь, да, и как бы спорить с сыном вот, мы не можем никак. Это Василий Иванович Абаев еще в рецензии на книгу Кузнецова он это объяснил. По данным археолога и историка Евгении Пчелиной, останки, найденные в 1934 году, предположительно принадлежат Давиду Суслану, мужу грузинской царицы Тамары. В пользу этой версии говорит ряд доказательств, в частности надпись «Сослан» на грузинском языке, обнаруженная на стене под фреской в месте погребения. Эта надпись была задокументирована и в настоящее время хранится в научно-исследовательском институте в Осетии. К сожалению, в литературе представлена лишь ограниченная информация о жизни Давида Суслана. Письменные источники, относящиеся к 1206 году, сообщают, что под его командованием грузинские войска взяли осажденный город и крепость Карс. После этого имя Давида Суслана пропадает из исторических записей, что указывает на необходимость более глубокого изучения его жизни и наследия. Также сообщается, что найденные в 1934 году доспехи были переданы в Алагирский краеведческий музей. Однако впоследствии они были утрачены во время временной оккупации Алагира немецко-фашистскими войсками. На стенах изображены покровители царского дома. Но перед прямо вот алтарной преградой мы видим Господа, да, вот на этой стене. Это вообще ориентировка нетрадиционная для православных храмов, но так тоже бывает. Это все-таки усыпальница. И вот мы видим Господа. Слева от Господа мы видим Божью Матерь. Вот. Это единственная фреска, которая не пострадала от времени, от воды, которая, видимо, лилась с потолка. Видимо, были какие-то повреждения в крыше храма. Долгое время храм вообще не закрывался. Вот в советское время есть местные жители рассказывают, что был свободный доступ в храм. И по преданию, да, вот народному также, в XIX веке вообще вот нижний ряд фресок был намеренно сбит. Вот, и они в итоге были утрачены. Вот. Рядом с Божьей Матерью мы видим архангела Гавриила, и с правой стороны мы видим, наоборот, архангела Михаила и архангела Гавриила. Здесь деисусный чин он называется, вот Матерь Божия и Иоанн Предтеча рядом с Господом, да, вот изображены. И далее архангелы. Архангелы Михаил и Гавриил – это покровители Аланского царского дома. То есть вот присутствие этих архангелов, покровителей царского дома, и одно еще подтверждение того, что здесь похоронен представитель царского дома. Вот. И мы видим здесь, видимо, почитаемых святых, естественно, Георгия Победоносца вот на этой стене, вот он изображен, и Евстафия Плакиду. Сцена охоты Евстафия Плакиды, чудо Евстафия Плакиды, когда он охотился за оленем, и между рогами этого оленя, огромного красавца, он увидел крест. Это было как знамение, он был язычником, и как знамение, что вот Христос призывает его и показывает ему веру истинную. Также в Нижнем регистре поясные фигуры святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста, а также первомученика Стефана и Романа Сладкопевца. Качество сохранившихся фресок говорит об очень высоком уровне развития искусств, и в том числе живописи на Северном Кавказе в то время.
Исследование находок и понимание того, как они были сделаны, перевернуло представление о всем регионе. К примеру, считалось, что на Кавказе не существовало своих мастеров, которые занимались росписью церквей. На южной стене мы вот видим такой процветший крест. Крест, который вот цветет, который дает жизнь всему. То есть вот из него вот это вот цветение, да, происходит. Вот это вот называется процветший крест. Внизу вот сейчас даже можно разглядеть вот такие растения, да, то есть пострадали, конечно, они тоже вот от времени, от разрушения. Вот в этих растениях, в растительном узоре было скрыто имя иконописца, написанное вот грузинскими буквами. Имя этого иконописца расшифровали уже в 20 веке, во второй половине 20 века, и звали его Вола Тлиак. То есть Вола из Тли, из селения Тли. То есть это был человек из этого ущелья, который, видимо, прошел обучение в Грузии, скорее всего, да. Ну, с астинскими корнями, да? Но он человек из этого ущелья, из Тли, Вола Тлиак, Вола из Тли. Вот это его имя. Вот, поэтому мы можем говорить, что вот этот наш славный предок, он имел вот такое высокое образование и такое мастерство. По мнению искусствоведов, это, в общем, уникальные фрески высокого очень уровня. Для создания этих фресок мастер использовал всего 4 пигмента – сажу, белила, красную и желтую охру. В 2021 году по инициативе Владикавказской епархии Русской Православной Церкви часовня была включена в федеральную целевую программу «Культура России». Это дало возможность высококвалифицированным реставраторам приступить к консервации уникальных фресок, а также к восстановлению самой часовни. Работы по реставрации фресок выполняли художники Сергей Филатов и Александр Чепурной. За фундамент и водоотведение отвечал Александр Белавкин, специалист из Москвы, который подчеркнул, что в первую очередь необходимо удалить бетон, использованный в предыдущих реставрациях, и укрепить фундамент с помощью уникальных реставрационных смесей. В то же время храм освобождался от лишних наслоений. У покойного, похороненного здесь царя, вот было 9 братьев, их было 9 братьев, и они владели дорогами, они боролись с царствами, то есть имели могущество такое, вот, чтобы отстаивать свою независимость. Вот, имели в достатке золото и серебро, ценные металлы, как воду, да, вот, как вода у нас ценные металлы, пишется в этой надписи. И что для нас особенно интересно, это в надписи говорится о том, что 3 из наших братьев, Исаак, Роман и Василий, стали рабами Христа, то есть посвятили себя Богу, стали монахами. Вот. И это очень вот для нас это самый интересный момент, конечно, этой надписи. Мы монахи тоже в этом ущелье. Мы служим Богу, молимся за свой народ. Вот. И для нас это очень интересно. И здесь вот по народному преданию вот через дорогу вот протекает река между Транскавказской магистралью и Нузальским храмом. Вот. И над Транскавказской магистралью мы и сейчас можем, вот с этой стороны, если смотреть, мы сейчас можем видеть остатки, в общем, келий. Там есть такие укрепления, которые, скорее всего, служили для того, чтобы обороняться, да, следить за дорогой, потому что это был торговый путь. По этому пути двигались торговые караваны. И жители, жившие здесь, владельцы этого места, они, конечно, контролировали это и взимали пошлину, да, за проезд этих торговых караванов. Но мы можем видеть, кроме этих укреплений, которые, кстати, местные жители вот и сегодня рассказывают, что до строительства дороги этих вот укреплений и вот этих помещений вот в расщелинах скал было гораздо больше. Потом, когда строили Транскавказскую магистраль, были взрывные работы проведены, и это все осыпалось.
Вот, и мы утратили это, к сожалению. Но даже вот сейчас мы можем видеть пару вот таких вот помещений в расщелинах, которые вообще не похожи на оборонительные сооружения. И предание сохраняет, что народное предание сохраняет, что вот именно оттуда один священник, не благочестивый, который служил здесь в XIX веке, вынес книги, церковные ценности, какие-то документы, свитки, что там хранилось, и забрал их, и увез их отсюда. Так говорит народное предание. Исходя из этого, можно заключить, что там могли быть, скорее всего, были кельи монахов. То есть вот предание об этих братьях, ставших монахами, да, оно, конечно же, дальше заставляет мысль работать, и мы можем думать о том, что у этих братьев были сподвижники, то есть люди, которых окружали, которые тоже здесь молились в горах. Вот. И, скорее всего, вот эти все древние рукописи, ценности, книги, которые по народному преданию здесь хранились, это вот наследие вот этих служивших здесь Богу людей. То есть это такое вот место, освященное молитвами, в общем, монашескими. Вообще, вот по церковному такому представлению, да, святоотеческому, монастыри редко возникают в местах, где раньше не было молитвы. Существует версия, что в этом селе обитали 5 потомков Озбагатара – Сидамон, Царазон, Цахил, Кусагон и Агус. По предположениям, именно здесь, в тени древнего монастыря, расположены захоронения нузальских монахов, которые были братьями последнего царя Озбагатара. Сам Озбагатар и его верные соратники нашли свой последний покой под храмом и в его окрестностях. В 1306 году Озбагатар пал в битве, оставив после себя богатое наследие. И когда в 1946 году был найден древний храм неподалеку от селения Нузал в Северной Осетии, никто не ожидал, что это открытие заставит по-новому взглянуть на богатую историю и культуру всего Северного Кавказа. Захоронение знатного представителя царской династии не могло существовать в одиночестве. Рядом с ним покоились и его подданные, которые также отправились в последний путь. И действительно, вокруг склепа раскинулся впечатляющий средневековый некрополь, где захоронения 8-9 веков гармонично соседствуют с более современными могилами. Это древнее кладбище столь обширно, что охватывает значительную часть территории поселка Нузал, словно бережно храня память о жизни и судьбах тех, кто его населял. Некрополь был обнаружен совершенно случайно. В 2016 году во время реставрационных работ в часовне и обустройства прилегающей территории строители проложили траншею для отвода грунтовых вод и наткнулись на детские захоронения в каменных ящиках-гробах. Работы пришлось остановить, так как на место прибыли профессиональные археологи, чтобы заняться находкой. Останки были перезахоронены на местном кладбище, а на территории некрополя было принято решение запретить любые строительные работы и обозначить захоронение как объект археологического наследия под названием Нузальский грунтовый могильник в каменных ящиках. Сегодня церковь, которую в народе часто называют Нузальской часовней, продолжает привлекать паломников и становится объектом пристального интереса исследователей. Ее стены хранят в себе множество историй, а святые реликвии, находящиеся внутри, наделены особой духовной силой. Это место не только вдохновляет верующих, но и служит связующим звеном между прошлым и настоящим, позволяя сохранить ценный культурный и исторический памятник для будущих поколений. Каждое посещение часовни – это шаг вглубь веков, возможность прикоснуться к наследию, которое должно быть бережно сохранено для тех, кто придет после нас.
Мы продолжаем наше увлекательное исследование села, блуждая по извивающимся тропам и заглядывая в каждый дом, как любопытные искатели приключений. Мы даже встретили симпатичную лошадку, которая с любопытством наблюдала за незваными гостями, словно стараясь понять, что привело нас в ее мир. Окружающие просторы манят своими живописными пейзажами, а бельгийские постройки, словно стражи времени, рассказывают о богатой истории, вплетенной в каждый кирпич. А ты знаешь, что знаменитый царь Давид Строитель выдал свою единственную дочь Русудан замуж за аланского царя? Нет, не знала. Вот знай. Все. А ты знаешь, что не менее знаменитый Георг III женился на аланской царевне Бурдухан? Нет, не знала. Вот, а ты знай. Зато я знаю, что инфраструктура пришла в упадок, и многие здания, некогда полные жизни и активности, оказались заброшенными. Взгляните на эти добротные строения. Они были свидетелями ярких событий и радостных моментов, но теперь же их стены покрыты пылью и лишены прежней энергии. Например, дом специалистов, построенный в 1938 году, когда-то служил центром культурной жизни и общения для местных жителей. Теперь его окна заколочены, а двери заперты, и лишь ветер проносится сквозь его пустые коридоры, напоминая о том, как здесь когда-то звучал смех. А ты знаешь, что Бурдухан позже стала матерью великой царицы Тамары? Нет. Вот узнай, знай это, запомни. А ты знаешь, что царица Тамара с детства дружила с Давидом Сусланом? Ну, нет. Запомни. А ты знаешь, что Давид Суслан позже стал мужем великой царицы Тамары после того, как он помог разгромить ее первого мужа Юрия? А ты знаешь, что в село нужно было приезжать с чем-нибудь? Вот видишь, голодная лошадь. Яблоко бы с собой взял и накормил бы. Ты это знал? А дальше лишь бесконечные развалины, развалины и снова развалины. Грустно осознавать, что когда-то здесь звучали голоса радости и надежды. Ведь лечебницы и административные здания были полны жизни, а теперь они стали лишь тенями своего прошлого. Стены знаменитой Нузальской больницы сейчас только хранят молчаливые свидетельства о том, как много значила эта больница для людей. Сюда за медицинской помощью обращались не только местные жители, но и пограничники, и те, кто сталкивался с несчастьями в пути. А порой не хватало даже машин скорой помощи, чтобы удовлетворить все запросы. Одна бригада медиков обслуживала целых 30 населенных пунктов, что подчеркивает важность этой больницы для всей округи. Теперь, когда на месте когда-то шумных коридоров царит лишь тишина, остается лишь надеяться, что память о величии этого места сохранится в сердцах тех, кто здесь жил и работал. Ты услышала мои мысли? Нет. Лучше слушать надо. И среди этой удручающей картины вдруг открывается пространство для прекрасного. Вокруг слышатся лишь звуки природы, и это вселяет надежду. Природа здесь по-прежнему великолепна. Буйная река стремительно течет, словно оживляя пейзажи, а лошади мирно пасутся на зеленых лугах. Деревья, расцветающие в ярких красках, наполняют воздух сладким ароматом.
создавая атмосферу умиротворения и гармонии. Эта красота природы напоминает о том, что, несмотря на упадок и заброшенность, жизнь продолжается, и в ней все еще можно найти радость и вдохновение. Создается такое ощущение, что в Нузале никто не проживает. Но меня не покидает надежда, что все-таки мы повстречаем местных жителей. А пока самостоятельно изучаем просторы. Не секрет, что теплый и сухой климат Нузала способствовали созданию детского санатория, где лечили туберкулез. При санатории функционировала школа-интернат, предназначенная для детей, которым необходим был именно такой климат для выздоровления. В советские годы Нузал славился своей лечебницей, активно борющейся с этой болезнью. Теперь на месте этой знаменитой больницы остались лишь руины. И, увы, они уже не подлежат государственному контролю. Детский туберкулезный санаторий был бы крайне необходим в нашем времени. На территории санатория возвышается обелиск, посвященный памяти павших в Великой Отечественной войне. Этот памятник служит напоминанием о мужестве и героизме тех, кто отдал свои жизни за свободу и мир. Он стоит здесь как символ уважения и благодарности, объединяя в себе память о прошлом и надежду на светлое будущее. Здесь братская могила. Захоронены воины Красной Армии, погибшие в боях и впоследствии уже умершие от ран на территории Аллагирского ущелья. Но еще 19 неизвестных солдат тоже захоронены здесь, в братской могиле. Вечная им слава, вечная память. Как мы ранее говорили, рядом с детским санаторием располагалась Нузальская районная больница, которая прекратила свое существование в июне 2016 года в результате реорганизации. С декабря 2012 года ее возглавлял Анатолий Михайлович Амбалов. Больница обслуживала Аллагирское ущелье, охватывая территорию от села Абиз до северного портала Рокского тоннеля, и заботилась о здоровье более 3000 человек. Однако в последние годы учреждение столкнулось с серьезными трудностями. Здание нуждалось в капитальном ремонте, оборудование стало устаревшим, а медикаменты были в дефиците. Интересно отметить, что в 1942 году в этих стенах функционировал госпиталь. В 1967 году по инициативе бывшего главного врача Нузальской больницы Дмитрия Валиева была установлена впечатляющая скульптурная композиция, изображающая башню с бойницами и медсестру, бережно держащую на руках раненого воина. К сожалению, быстро убывающее население высокогорных сел лишило больницу шансов на выживание, и ее судьба стала печальным отражением изменений в жизни района. Геор, осторожней! Вот еще не хватало, чтобы ты здесь травму получил. Это тоже бельгийские дома были? Я не думаю. Ну, как бы хотелось сейчас, чтобы нам кто-то про это рассказал, а? Посмотри, где сосна выросла. А береза? Пойдем. Под ноги смотри. Конечно, у нас остается множество вопросов, но мы продолжаем исследовать территорию санатория, не позволяя грусти одолеть нас. Каждый шаг здесь открывает новые перспективы и возможности для размышлений.
Мы наслаждаемся атмосферой этого места, впитываем его историю, красоту окружающей природы, что придает нам сил и вдохновения. За мной! Вон туда! Ну пойдем. Ну что ты делаешь, Георгий? Ну неужели здесь сложно пролезть? Это потому, что у кого-то слишком узкие заборы. Это потому, что у кого-то слишком короткие ноги и большой... Что? Что ты сказала? Это ты на что намекаешь? А ну погоди! А ну постой! Постой, я тебе говорю! Да, работать с Алиной – это как участвовать в комедийном шоу, где ссоры – это обязательный номер в программе. Она всегда найдет повод для спора. Но, к ее счастью, появились люди и отвлекли меня от мысли о том, как бы ее научить жизни за все ее проделки. Здравствуйте. А кто из вас местный житель? Эрик? Давай, Мардом. Наконец-то нам удалось найти хотя бы одного местного жителя. Скажи, пожалуйста, ты постоянно здесь проживаешь? Ну, не постоянно, но редко бываю с папой. Редко или часто бываешь? Редко. Редко бываешь? Ну, сейчас, да. А чем ты занимаешься, когда вы сюда приезжаете? Здесь с папой убираемся, дрова рубим. Ну, хозяйство. А, то есть у вас здесь есть хозяйство, да? Ну, бывает. А так в основном как на дачу приезжаете? Да. Тебе нравится здесь? Да. Ну вот ты порубил все дрова, все подготовил, за хозяйством посмотрел. Дальше? Что дальше? С собакой играл. А в походы куда-нибудь ходишь? Не. Нет? Почему? Не знаю. Ну хорошо. Мы дальше пойдем тогда. Спасибо, Эрик. На сегодня, похоже, это все. В конце селения мы больше никого не встретили, только журчание речки и эхо наших шагов. Варта는 живот다 후샤는 Вечно ты хочешь петь, Алина. Но сколько раз тебе повторять, у тебя нет слуха, нет голоса, нет чувства такта, нет фактуры. Ну фактура, ладно. И еще много чего нет, Алина. Эй! Зато у тебя нет роста. В завершении нашего путешествия по Нузалу хочется подчеркнуть, что Нузальская церковь – это не просто культурное сооружение, а многогранный памятник. Ее исследования продолжают вносить значимый вклад в наше понимание истории, религии и искусства средневековой Алании. Однако непростая жизнь сельчан требует внимания со стороны властей, чтобы решить проблемы, с которыми они не в силах справиться самостоятельно. Ведь именно от поддержки и заботы о людях зависит, останется ли это поселение на карте или исчезнет в бескрайние дали истории. Вот, Алина, вот тебе есть что еще сказать? Конечно. Мы как раз с тобой еще идем по ряду, где находятся знаменитые Нузальские камни. Как интересно и очень информативно. Прям вот. Это все? Пожалуй, все.
Заткнись! Ой, какие-то поля здесь. И намного лучше. Красивее надо говорить. Да. Давай еще раз. Мне вообще не нравится, что мы говорим. Давай еще раз. То было бы намного красивее, намного атмосфернее. Красивее. Красивее. Ну и повтори это предложение. Было бы мы-нибудь в гости, как обычно, Руслан. О! Извини, Георгий. Прости, привычка. Сейчас. А что я сказала последнее? Привычка. Да. Так. Георг. Как сюда заходить? Ой. О, гость какой дорогой! Бог послал мне. Заходи, гостем будешь. Живи здесь сколько вообще твоей душе угодно. Я Заходи. не хочу здесь жить. Заходи, живи. Я не хотела здесь жить. Ну ничего. Пойдем, Георгий. Ну не надо бросаться. Я тебе сказала, все прощу. Пойдем. Пойдем. Здесь слишком высоко.